Здравствуйте! В этом году мы отмечаем юбилей нашего любимого города, которому исполняется 300 лет со дня его основания. В августе 1720 года в месте, где сливаются Иртыш и Ульба, посланник царя Петра I, гвардии майор Иван Михайлович Лихарев, заложил крепость Усть-Каменную. Это событие вроде бы не столь значительное, но сделавшее тысячи человеческих судеб. Прямоугольник площадью около гектара, обнесенный чистоколом и окруженный земляным валом, стал началом славной истории нашего города. Шли годы, и вот уже в 1804 году станица становится безуездным городком, а в 1868 уездным городом Семипалатинской губернии. Первооснову городу положили улица Большая, ныне Чехова, Троицкая, ныне Карла Липкнехта, Андреевская, ныне Бейбит-Шелик. Начинались они от берега Иртыша и застраивались вдоль Ульбы. Эти улицы пересекали переулки Соляной, Крепостной, Мечетский, Соборный. Именно на этих улицах и переулках на протяжении длительного времени была сосредоточена жизнь города. На них располагались казенные учреждения, а также здесь ставили свои дома и магазины самые богатые люди Усть-Каменогорска. От старого города, основанного когда-то на слиянии рек Иртыш и Ульба, нам осталось немного, ведь среди городских строений решительно преобладали деревянные, одноэтажные, составляющие более 80% всех зданий. Но тем ценнее те памятники истории, которые сохранились до наших дней. И сегодня мы бы хотели начать рассказ о памятниках городской архитектуры города Усть-Каменогорска, которые сохранились спустя многие десятилетия и дошли до нас. Свято-Троицкий храм в Усть-Каменогорске является первым каменным зданием в городе. Памятник архитектуры располагается по улице Лихарева на территории Свято-Троицкого мужского монастыря. Он был заложен в июне 1789 года и строился на протяжении 20 лет. Был освящен 9 октября 1810 года. Вплоть до 1888 года Троицкий храм был единственным храмом в городе Усть-Каменогорске. В 1928 году он был закрыт на долгие десятилетия. В советское время здание храма использовалось в качестве овощехранилища, картофелехранилища, гарнизонного клуба. В последние десятилетия советской власти здесь размещался склад военторга. Храм был трехпрестольным. Средний престол посвящен Пресвятой Троице, правый – святому евангелисту Иоанну Богослову и левый – пророку Илие. По преданию, иконостас в церкви поставлен на личные средства князя Эристова, командира одного из крепостных полков. Троицкая церковь была небольшая, провинциальная, скромная по своей архитектуре. В композиции основной объем – это массивный двухсветный параллелепипед. Западный портал храма украшала четырехгранная колокольня. Храм претерпел ряд значительных изменений. Были утрачены алтарная апсида, интерьер, колокольня, купола, разрушена церковная ограда. В 1991 году началось возрождение Троицкого храма, а в 1993 году на базе храма был основан Свято-Троицкий мужской монастырь. С апреля 2013 года в храме велись работы по восстановлению его первоначального облика. Торжественное открытие и освящение Свято-Троицкого храма состоялось в октябре 2015 года и было приурочено к 205-летней годовщине со дня его первого освящения. Высшее городское начальное мужское училище. Ныне здание принадлежит Восточно-Казахстанскому областному архитектурно-этнографическому и природно-ландшафтному музею-заповеднику, расположено по адресу Бейбит-Шелик, 29. В 1886 году на левой стороне улицы Андреевской было построено одно из лучших для того времени двухэтажное здание мужского начального училища, а с 1912 года высшего начального мужского училища. Двухэтажное здание с четырехскатной крышей, симметричное с боковыми прямоугольными планами выступами. Центральный выступ представляет собой пятигранник. Все выступы имеют фронтоны криволинейного очертания. Вход в здание в центре центрального выступа. Ломаный в плане фронтон над выступающей центральной частью имеет квадратную люкарну. Широкий карниз украшен плоскими модулионами.
Поле модульонов декорирует и разделяющую этажи рельефную тягу. Оконные проемы с едва заметным арочным завершением. Парадный вход со стороны парка оформлен пилястрами, имеет крыльцо. Над ним балкон с балюстрадой. Первоначально верхний этаж занимало городское училище, а на нижнем располагалось начальное женское. Фасадом здание выходило на Соборную площадь. В этом здании учился, а затем и работал Александр Мелентьевич Волков. Вплоть до начала Великой Отечественной войны в разные годы в этом здании размещались учебные заведения, такие как школа первой ступени имени Розы Люксембург, Казахская семилетняя школа, Ридерская совпартшкола, Комполитпросвет, техникум. В 1939 году здесь была открыта средняя школа имени Кирова, а с началом войны все здание было занято эвакогоспиталем. После окончания войны в этом здании находилось хирургическое отделение областной больницы, потом вечерняя школа. Новую жизнь здание приобрело с передачей его областному этнографическому музею. Мариинское женское училище. Одноэтажное каменное здание, четырехскатная крыша, полуциркульные окна подчеркиваются полукружьями надоконных фронтонов. Угловые лопатки отделены рустом, над входом построен затейливый фронтон. В целом, здание выполнено в традициях русского классицизма и было построено в 1901 году. При училище действовали двухгодичные педагогические курсы, готовившие учителей для начальных классов. После революции 1917 года в здании располагалась школа второй ступени имени Луначарского. Позднее здесь размещались женская школа имени Кирова, больница. В связи со строительством проспекта Победы здание предполагалось к сносу и некоторое время находилось без крыши, оконных блоков и дверей. В этот период были утрачены декоративные башенки по периметру кровли. В 1999 году произошло обрушение части фронтона. После здание было передано Восточно-Казахстанскому областному архитектурно-этнографическому и природно-ландшафтному музею-заповеднику. Проведен ремонт интерьеров, а фасад здания покрыт штукатуркой под шубу. Торговый дом Саввы Семенова и сыновья. Ныне это магазин Сауле, который сохранил свой старинный облик. Находится он на улице Чехова. Здание было построено в 1911 году. До революции магазин принадлежал купцу Савве Семенову. В подвале его магазина во времена гражданской войны содержались пленные красноармейцы колчаковского террора, привезенные со всей округи. По ночам их вывозили за город и расстреливали. Торговые здания отличались от других сооружений того времени большим количеством декоративных элементов. В рекламных целях дозволялись любые композиционные приемы и архитектурные детали, которые изобретались неудержимой фантазией местных архитекторов и строителей. В архитектуре здания использованы элементы классицизма. Это рустованные лопатки, наличники окон, модильоны карнизов, хотя есть уже и штрих модерна, пластинчатый криволинейный фронтон над главным входом. Здание кирпичное, оконные проемы вверху слегка закруглены. Восточная стена дома переделывалась, внутренние интерьеры были изменены. В 90-е годы здание отштукатурено под шубу. Утрачены некоторые декоративные башенки по периметру кровли, а также первоначальная цокольная часть с облицовочным камнеплитником и целым рядом рельефных украшений. Сегодня мы познакомили вас лишь с некоторыми памятниками архитектуры нашего любимого города. И свой рассказ мы продолжим в следующей части. Спасибо за внимание.